В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Охота на ведьм. В Кыргызстане пользователи соцсетей вызывают на допросы по подозрению в оскорблении президента. На самом деле, вот это запрос самого депутата в ГКНБ, он настолько абсурдный и настолько страшный прецедент, который угрожает свободе слова. Бесправная забастовка. Казахстанские нефтяники требуют улучшения условий труда. Заступиться за них некому. Объединение профсоюзов разгромлено. Конфедерация независимых профсоюзов – это основа нашего моста. Если ее ликвидируют, требования рабочих не дойдут до руководства предприятия. Колым по-казахстански. Псевдопатриоты призывают запретить браки с иностранцами или брать за казахскую девушку выкуп в $50 тысяч. Если девушки будут выходить за иностранцев, кто останется на нашей земле? Нас, казахов, и так мало. Американские горки. У Кремля якобы есть компромат на Трампа. Будущий госсекретарь Тиллерсон выступает за улучшение отношений с Москвой, а Барак Обама обратился с прощальной речью к нации. Наши конкуренты, такие как Россия или Китай, не смогут достичь такого же влияния в мире, если только мы не предадим наши ценности и не превратимся в еще одну большую страну, которая издевается над соседями поменьше. Спецслужбы Кыргызстана начали отслеживать критиков президента республики в соцсетях. Государственный комитет нацбезопасности теперь выявляет пользователей Фейсбука, которые негативно отзываются об Атамбаеве. Инициатором слежки стала депутат кыргызского парламента Ирина Карамушкина, которая и порекомендовала ГКНБ взяться за президентских критиков. Спецслужбы не заставили себя долго ждать и практически сразу же ей доложили о принятых мерах. В черный список попали 45 человек. Джибек Бегалиева продолжит. Но у нас здесь нету интернета, мы не можем на работе, у нас заблокированы социальные сети. В Facebook, так же как все остальные депутаты парламента, Ирина Карамушкина заходит с помощью мобильного интернета. Таких же строгих правил, считает представительница партии власти, не хватает в виртуальной реальности. Все согласятся, что оскорблять, унижать любого гражданина – это очень плохо, это наказывается, есть административное наказание. А президент, его можно. Список тех, кто якобы оскорбляет главу государства в Фейсбуке, Ирине Карамушкина отправила одна из избирательниц. Все имена пользователей депутат передала в Национальный комитет госбезопасности, откуда ей очень скоро ответили. По факту размещения негативных публикаций в адрес президента установлены 10 пользователей социальной сети. Все они, по данным Госкомитета по национальной безопасности, живут за границей. Я не знала, что я попала в этот список, но никакой критики и оскорблений в его адрес я не писала. Одна из тех, чью фамилию упоминает в записке Госслужбы безопасности, Савринца Сыргатаева. Фермерша живет на юге Кыргызстана, за границу не ездит и в Фейсбуке, как она уверяет, никогда ничего критического о президенте не писала. Некоторые выкладывают разные карикатуры, высмеивающие Атамбаева. Но я, наоборот, писала под ними в комментариях, что нельзя так издеваться над главой государства. Что раз мы его выбрали, мы должны уважать его. Сыргатаева и спецслужбы еще не связывались, зато в это время 11 ее земляков были вызваны на допрос в Джалабадской области. Всем им сделали предупреждение за посты в Фейсбуке. Представьте этих людей в Джалабаде, чьи никнеймы там появились в сети, то понятно, их родственники уже боятся, они боятся и взяли там самых слабых. Почему они не взяли там с самых известных активистов? Потому что они все послали, но взяли с тех, которые боятся. Многие из них использовали реальные имена. Найти их чекистам не представляло труда. Тех, у кого были никнеймы, искали по IP-адресам. Тут задача сводится просто фактически к подсовыванию ссылки этому пользователю. Он открывает эту ссылку, и, соответственно, на сервере сохраняется информация, с какого IP-адреса он открыл ее. В данном случае не обязательно был запрос к Фейсбуку. Возможно, пользователи сами просто не занимаются минимальными требованиями этой безопасности. Пользователь Айнура Белековна тоже попала в список Госкомитета безопасности. Давать интервью она не хочет, в переписке объясняет, за свои оппозиционные публикации боится быть задержанной. У нас люди не понимают, что случилось что-то очень страшное. На самом деле, вот это запрос самого депутата в ГКНБ, он настолько абсурдный и настолько опасный. Это просто такой страшный прецедент, который угрожает свободе слова. Все эти инициативы в конце создают самоцензуру.
Самоцензура – это страшнее, чем цензура. Да? Я вот очень боюсь того, что у нас вот эта самоцензура, уровень очень сильно растет. Каждый думает, да? Что написать, как сказать. Согласно той же записке ГКНБ, спецслужбы работают над определением личности еще 35 пользователей Фейсбука. Судя уже по опубликованному черному списку, попасть в их число может практически каждый кыргызстанец, использующий социальные сети. Дюбек Багалиев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Нефтяники Казахстана объявили голодовку. Акция протеста в Мангистауской области продолжается уже неделю. Как заявили ее участники, сотрудники нефтесервисного предприятия Oil Construction Company, они протестуют против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов республики и требуют ее восстановления. Голодающие полагают, что руководство предприятия систематически нарушает их права, но теперь их защищать некому. У нас есть право, конституционное право. Казахстан, как член международной организации, ратифицировал соглашение. Правительство взяло на себя обязательства. Пусть зарегистрируют профсоюз. Это наше единственное требование. Конфедерация независимых профсоюзов Казахстана должна была объединить отраслевые профсоюзы, системы здравоохранения, образования, топливной энергетики, СМИ и даже домработниц. А это десятки тысяч человек по всей стране. Однако 4 января экономический суд города Шымкент вынес решение о ее ликвидации. Иск был подан Министерством юстиции. Основания – не выполнены требования Минюста о регистрации организации в 6-месячный срок. По мнению профсоюзных лидеров, это была целенаправленная ликвидация. Они заявили, что чиновники получили указание поставить на пути работников непреодолимые бюрократические барьеры. Позиции работодателей и рабочих отдаляются друг от друга. Наш независимый профсоюз – это мост, который связывает стороны. Он позволял нам донести свои требования до работодателя. Конфедерация независимых профсоюзов – это основа нашего моста. Если ее ликвидируют, требования рабочих не дойдут до руководства предприятия. Поэтому мы требуем ее зарегистрировать и дать возможность работать. Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала решение казахстанского суда вопиющим нарушением права на свободу трудовых объединений и потребовала отменить судебное решение о ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана. По мнению Human Rights Watch, власти республики действуют вразрез с заявлениями и обязательствами Казахстана о защите гражданских прав и свобод. Алматинские школьники получат дополнительные каникулы зимой. Такое решение было принято городским департаментом образования в связи с проведением в южной столице Казахстана Всемирной зимней универсиады. Изначально представители департамента сообщили, что школьники уйдут отдыхать в период проведения соревнований с 30 января по 8 февраля, и этот отдых заменит весенние каникулы. Однако это решение вызвало негодование у родителей, поскольку отсутствие весенних каникул удлиняет следующую четверть. Особенно тяжело пришлось бы выпускникам. Департамент образования моментально отреагировал на возмущение и вернул школьникам и их родителям каникулы весной. Еще одна новость из Казахстана. Местные псевдопатриоты требуют лишать гражданства казашек, вышедших замуж за иностранцев. С таким требованием они собрались у одного из брачных агентств Астаны. Поводом стало объявление в интернете о намерении богатых китайских женихов познакомиться с потенциальными невестами из Казахстана. Некоторые граждане увидели в этом угрозу для целостности территории страны и даже суверенитета государства. Подробности у Айнур Коскиной. Пусть перезаконным ответят, который деньги делают, пусть ответит перезаконным. Лишать гражданства казахских женщин, которые выходят замуж за иностранцев, предлагают возмущенные жители Астаны. Поводом для стихийного митинга стало объявление в социальных сетях, размещенное брачным агентством Гименей. Свахи приглашали женщин от 18 до 40 лет для знакомства с состоятельными китайскими женихами. Однако кое-кто увидел в этом потенциальную угрозу для всей страны. К примеру, в Туркменистане, если иностранец женится на туркменке, платит государству $50 000 в виде налога. У них далеко идущие планы. Они возьмут замуж казашку, а потом будут претендовать на гражданство нашей страны, и ребенок, рожденный в этом браке, будет претендовать на гражданство. Я считаю это открытым оскорблением казахов. Мы на пороге опасности для нашего суверенитета. Если девушки будут выходить за иностранцев, кто останется на нашей земле? Нас,
Даже если иностранцы станут гражданами нашей страны, они не станут казахами. В итоге мы лишимся земли, страны и всего, что у нас есть. За происходящим спокойно наблюдали сотрудники полиции. Сделав пару замечаний, они вызвали прокурора. Чиновник с протестующими согласился, но призвал соблюдать закон. Вы должны выражать свою позицию в рамках действующего законодательства. Все должно решаться по закону. Протестующих интересует и финансовая сторона вопроса. Кто, сколько и за что платит. Как выяснилось, девушки платят 25 тысяч тенге. Это чуть больше $75 США. Основную сумму вносят потенциальные женихи. Борцы за чистоту крови предлагают свой вариант решения проблемы. Если хотят жениться на казашке, пусть платят $50 тысяч гарантии. А девушек, уезжающих замуж за рубеж, надо лишать гражданства. Директор брачного агентства Татьяна Логвиненко пояснила, что в отличие от коллег, они ориентированы только на создание семей. Экскорт, подбор содержанток и другие сомнительные услуги не предоставляют. По ее словам, женщины, которые обращаются в агентство, не могут выбрать себе спутника из числа соотечественников. При этом подавляющее большинство предпочитает все же местных женихов. Я вам сейчас гарантирую, вот в течение этого месяца, пожалуйста, приходите, мы вас оформим бесплатно. Если вы холостой, если вы ищете серьезную девушку для создания семьи, пожалуйста, обращайтесь в наше агентство. Примем всех, поверьте, женщины у нас все замечательные, одна другой лучше. И поэтому, когда обращаются и со слезами говорят, что мне пора рожать, мне пора выходить замуж, а просто не за кого, это нас и подвигло к развитию наших отношений в статус международных. Мы работаем не только с Китаем, мы работаем со странами Западной Европы. Татьяна Логвиненко пояснила, что с китайскими женихами работает впервые. Делегация из 10 мужчин, входящих в элитный клуб холостяков, решила попытать счастье в Казахстане. Причем половина из них уже давно не граждане Поднебесной. Все кандидаты материально обеспечены, имеют европейское образование, владеют несколькими иностранными языками. Проект не для казахских женщин, а для казахстанских. Я думаю, вы знаете большую разницу. В нашем большом многонациональном Казахстане проживает, насколько я помню, более 130 народов и национальностей. Почему за китайца не может выйти женщина другой национальности, а не казашка? На сегодняшний день в Казахстане на одного холостяка в возрасте от 18 до 35 лет приходится 2 незамужние женщины. Стоит отметить, что за 6 предыдущих лет заключено 1 300 000 браков, из которых 54 000 с иностранцами. При этом 700 из них с гражданами Китая. Но протестующих эта статистика не утешает. Они настаивают на проверке деятельности брачного агентства и готовят предложения парламенту. Блюстители нравов предлагают запретить международные браки, при этом на законодательном уровне разрешить двоеженство. Айнур Коскин, организатор СПАНов. Настоящее время. Далее в программе. Американские горки. У Кремля якобы есть компромат на Трампа. Будущий госсекретарь Тиллерсон выступает за улучшение отношений с Москвой, а Барак Обама обратился с прощальной речью к нации. Наши конкуренты, такие как Россия или Китай, не смогут достичь такого же влияния в мире, если только мы не предадим наши ценности и не превратимся в еще одну большую страну, которая издевается над соседями поменьше. В американском Сенате выступил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. На эту должность его выдвинул избранный президент Дональд Трамп. Для утверждения экс-главе компании ExxonMobil необходимо одобрение сенаторов, многие из которых обеспокоены бизнес-связями Тиллерсона с Москвой. Вот цитата из сегодняшнего выступления. Вы поддерживаете этот закон? Да, я поддерживаю. Я уверяю вас, что и я, и Госдепартамент будем следовать этому закону. Были ли у России юридические основания для аннексии Крыма? Нет, это был захват чужих территорий. В своей речи Тиллерсон также разъяснил, почему Трамп выступает за потепление отношений с Россией и отметил, что Вашингтону нужен открытый и честный диалог с Москвой. Отметим, что в Кремле о Тиллерсоне отзываются положительно. Наши позитивные отзывы касались его профессиональных качеств, его конструктивной жесткости в отстаивании и своих интересов, и его последовательности. Это не означает, что мы все носим розовые очки, и мы понимаем, что, естественно, господин Тиллерсон продолжит быть достаточно жестким в проведении своей линии. Кто он, мистер Тиллерсон? Вашему вниманию краткая история его контактов с Россией. Спасибо за радушный прием. Это исторический день для ExxonMobil и Роснефти.
Под руководством Тиллерсона нефтяной гигант ExxonMobil подписал несколько соглашений о совместных проектах с Роснефтью. Самый крупный из них, бурение нефтяной скважины на арктическом шельфе, оценивался в $700 миллионов. В 2013 году Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом дружбы. Однако на следующий год совместный проект в Арктике был приостановлен после российской аннексии Крыма и военной интервенции на востоке Украины. Правительство США ввело экономические санкции в отношении России, в частности, ее экономической отрасли. В мае 2014 года Тиллерсон выступил на собрании акционеров ExxonMobil. В целом мы не поддерживаем санкции, потому что считаем их эффективными лишь в том случае, когда они имеют всеобщий характер. Но добиться этого крайне сложно. Санкции США вынудили ExxonMobil выйти из проекта по нефтедобыче в Арктике, а также из других совместных предприятий. Потери компании оцениваются на уровне $1 миллиарда. В феврале прошлого года на встрече со студентами Техасского университета Тиллерсон прокомментировал сложившуюся ситуацию. Мои отношения с Путиным начались почти 15 лет назад. Я знаком с ним с 1999 года, и у нас очень близкие отношения. Не все, что делает Путин, вызывает у меня согласие. Многие политики делают вещи, с которыми я не согласен, и Путин понимает, что я бизнесмен. Связи Тиллерсона с Россией вызовут вопросы во время утверждения его кандидатуры в Сенате. Республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио выразили в его отношении серьезную озабоченность. И не только они. Меня беспокоит то, что у него такие близкие личные отношения с Владимиром Путиным. Всем известно, что они вместе делали очень крупные проекты, и это будет влиять на его восприятие Путина и российской угрозы. В интервью «Настоящему времени» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что назначение Тиллерсона на пост госсекретаря может принести Москве большие дивиденды. Полезное будет назначение для нас, я не собираюсь его переоценивать, но очевидно совершенно, что бизнесмен, он гораздо ближе и понятнее Путину, потому что Путин сам по натуре-то бизнесмен скорее, а не политик, и в этом плане договориться будет проще. В июне 2016 года на Петербургском экономическом форуме Тиллерсон ушел от вопроса, касающегося санкций, сославшись на главу Роснефти Игоря Сечина. Что касается санкций, я скажу так же, как мой друг господин Сечин. Это дело правительства. Если Рекс Тиллерсон возглавит внешнеполитическое ведомство США, ему придется отвечать на этот вопрос и словом, и делом. Отношения с Россией стали одной из главных тем первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники в правительстве сообщил, что разведка США доложила Трампу и Обаме о якобы имеющемся у России компромате на избранного лидера Америки. Кремль назвал эти сведения фальшивкой, а сам Трамп традиционно экспрессивно отреагировал в Твиттере. Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата. Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фейковые новости. Тотальная политическая охота на ведьм. Сам компромат, если он действительно существует, может касаться как личной жизни Дональда Трампа, так и его финансовых дел. Портал BuzzFeed опубликовал некие документы, которые якобы могут являться полной версией доклада о компромате. Подлинность доклада при этом под вопросом. В нем говорится, в частности, о прослушивании гостиничного номера Трампа во время его визита в Москву. Речь идет о видеороликах, на которых Трамп якобы находится в компании проституток. Это видео будто бы было снято ФСБ на скрытую камеру. В докладе отмечается, Кремлю этого материала оказалось достаточно, чтобы якобы шантажировать Трампа. При этом в американской разведке подтвердили, что российские хакеры атаковали не только демократов, но и республиканцев. С таким заявлением перед Сенатом США выступил глава ФБР Джеймс Коми. А глава национальной разведки Джеймс Клэппер добавил, что американские выборы не единственные, в которые могла вмешиваться Россия. По его словам, в последние годы Москва влияла на голосование более чем в 20 странах. Кремль свое участие в возможных атаках на Вашингтон неоднократно отвергал.
Барак Обама выступил с прощальной речью, последней в статусе президента США. Выступление состоялось в Чикаго, где начиналась политическая карьера Обамы. Послушать покидающего Белый дом демократа пришли десятки тысяч человек. Барак Обама рассказал о главных угрозах для Америки, поблагодарил сотрудников своей администрации и членов семьи и подвел итоги 2 своих сроков. Если бы я сказал вам 8 лет назад, что Америка выйдет из глубокой рецессии, перезапустит автоиндустрию и войдет в самый долгий в своей истории период создания рабочих мест, если бы я сказал, что мы начнем новую главу в отношениях с кубинским народом, положим конец иранской программе разработки ядерного оружия без единого выстрела, уничтожим организатора террористических атак 11 сентября, если бы сказал, что мы выиграем борьбу за равноправие в браке, обеспечим медицинское страхование для 20 миллионов наших сограждан, если бы я сказал вам все это, вы бы, вероятно, ответили, что мы высоковато замахнулись. Но все это мы сделали. Вы сделали. Мы сами создали перемены. Наши конкуренты, такие как Россия или Китай, не смогут достичь такого же влияния в мире, если только мы не предадим наши ценности и не превратимся в еще одну большую страну, которая издевается над соседями поменьше. Это подводит меня к моей главной мысли. Мы не можем принимать демократию как должное, как что-то, что мы не сможем никогда потерять. Демократия может дрогнуть, если мы поддадимся страху. Мы, граждане, должны оставаться бдительными по отношению к внешней агрессии. Мы должны охранять ценности, которые делают нас теми, кто мы есть. Вот почему последние 8 лет я работал над борьбой с терроризмом на твердой основе законов. Вот почему мы прекратили пытки, работали над закрытием Гуантанамо, реформировали законы о государственной слежке, чтобы защитить частную жизнь и гражданские свободы. Вот почему я отвергаю дискриминацию американских мусульман, таких же патриотов, как и мы. Мишель Лавон Робинсон, девушка из южного района Чикаго. На протяжении последних 25 лет ты была не просто моей женой и матерью моих детей. Ты оставалась моим лучшим другом. Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущим тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится. Обращение к нации заняло почти час. Завершил его Обама фразой «Yes, we can» – «Да, мы можем». С таким лозунгом он впервые баллотировался на президентский пост в 2008 году. Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намечена на 20 января. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте kareentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.